Первый и главный вопрос – как Коми будет жить дальше? Имеется в виду, конечно, будущий бюджет. Согласование финансового документа на 2018 уже активно ведется. При этом у республики громадный долг, доставшийся в наследство – 38 миллиардов рублей, который сильно ограничивает финансовые возможности нынешнего руководства. А потому жителей волнует, будут ли сокращаться социальные программы и выплаты. Нет, не будут, отвечает глава. И добавляет, с будущего года они даже будут расти. Хочу сразу заметить о том, что в непростых условиях, безусловно, которые сегодня существуют, и мы все с вами их ощущаем, мы в любом случае делаем все для того, чтобы социальные выплаты не сокращались никоим образом. И понятно, что непростая ситуация, которая у меня была в момент, когда я приехал в республику и, конечно, возглавил республику. Это, в общем, 38 миллиардов долгов, это 4 миллиарда ежегодного обслуживания. Они, конечно, изначально на первоначальной оценке, немножко, так сказать, ставили определенных членов команды в тупик. А что делать и как дальше себя вести? Совокупный долг с учетом обслуживания 42 миллиарда рублей. Это практически 100% социального бюджета региона. Сравнение говорит само за себя. Впрочем, профессиональные действия нынешней команды позволили всего за 2 года существенно сократить дефицит казны в 10 раз. А к концу 2019 года прогнозируется даже профицит – 2 миллиарда рублей. Для региона это станет настоящим прорывом. Они действительно будут, но с учетом того, что все-таки накопленный долг, он достаточно большой, конечно, частично мы будем все-таки иметь возможность более оперативными темпами снижать эту задолженность. Тем самым высвобождая дополнительные деньги, которые в том числе пойдут, опять же, в дополнение тех наших задач, и это социальных программ и адресной инвестиционной программы. Дополнительные 2 миллиарда рублей – это как минимум 4 крупных школы, 5 бассейнов или даже десятки километров вновь созданных дорог. Что будет в приоритете в ближайшие годы, сейчас как раз активно обсуждается. Все госпрограммы были тщательно проанализированы и пересмотрены. Их защита проходит в Госсовете. Тем временем оценка действий республиканских властей была проведена и на федеральном уровне. И Коми вошла в список 40 регионов, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию, заняв достойную 27-ю позицию и тем самым получив дополнительный грант – почти 193 миллиона рублей. К слову о федеральных деньгах. Нынешнему руководству республики удалось добиться от Москвы пересмотра в вопросах софинансирования. Мы сумели переломить ситуацию, я могу открыто сказать, и это действительно достижение. Если в прошлые годы софинансирование таких направлений с федерального бюджета было всего лишь чуть больше 33-34%, то сегодня мы достигли с 2018 года софинансирования на уровне 70%. И, конечно, сегодня по 43-44 направлениям это в том числе наша работа. Как мы докажем, как мы представим аргументированное обоснование, что мы представим в конечном результате и какой будет эффект. К слову, в середине 2015 года таких направлений было всего 13. Сегодня же республика имеет дополнительные почти 1,5 миллиарда рублей из федерации. А это значит больше возможностей, чтобы строить. Так, в ходе прямого эфира из уст главы звучит действительно радостная новость для жителей Усть-Куломского Помоздина. Новая школа здесь все-таки будет построена. Это давняя и застарелая проблема, которую до нынешних времен было невозможно решить. Продолжится и строительство дорог. Всего в 2018 будет построено и отремонтировано порядка 90 километров полотна, а еще 13 мостовых сооружений. При этом после реконструкции на год раньше запланированного срока республике удалось открыть важный участок дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар от Малой Перы до Ирайоля. Он строился в рамках концессионного соглашения и изначально вызывал опасения. Обычно участки, построенные таким образом, являются платными для водителей. Но республика стала первым регионом России, который при этом механизме все же оставила движение бесплатным. И этот опыт высоко оценили федеральные власти. Здесь тоже были и сомнения, здесь тоже были опасения. И, конечно, могу сказать, что никто не собирался отменять то, может быть, решение, которое, может быть, было когда-то принято. И считаю, что по большому счету оно требовало более глубокого, в том числе и финансово-экономического анализа. Когда мы провели все эти работы, когда мы выверили действительно проектную документацию, сметную документацию, честно говоря, мы рискнули. Рискнули, ожидания превзошли сами себя. Для Коми дорога на Нарьян-Мар – стратегически важное направление, ведь освоение Арктики невозможно без транспортной артерии из европейской части севера до Карского моря. Благодаря этому республика получит возможность выхода к Северному морскому пути. При этом сегодня есть надежда на то, что Коми сможет получить дополнительные деньги на оставшиеся километры. От глобальных вопросов к частным. Так жители Сосногорска в ходе открытого разговора волнует судьба бассейна. Сроки сдачи объекта явно затянулись. Сергей Гапликов проблемного вопроса не избегает. Мало того, впервые держит ответ с места и глава района в прямом эфире. Небольшое отставание, конечно, по объекту имеется. 24 октября
заказчик провел совещание с подрядчиком и потребовал в жесткой форме уплотнить график, максимально увеличить количество сотрудников. Но что касается руководства района, у меня рабочий день начинается с этого объекта ежедневно. Значит, максимально решить вопрос с ускорением и наверстыванием графика, но это не должно ни в коем случае отразиться на качестве работ. Этот объект, как и все остальные, подобные на личном контроле главы. Мало того, по его признанию, на всех глобальных стройках ведется постоянный наружный контроль по веб-камерам, а потому губернатор может в любой момент лично отследить ход строительства. Так обстоит дело и со заведением школы в Сыктывкаре. Подрядчик здесь не выполнил свои обязательства. Санкции в его отношении уже применены. С последними оперативными новостями вновь по скайпу перед республикой отчитывается вице-премьер Константин Лазарев. Он отмечает, к 15 декабря тепловой контур здания будет закрыт. Объект будет введен в эксплуатацию к новому учебному 2018 году. Не избегает губернатор и комментирования слухов. Вопрос тоже из социальной сети ВКонтакте, не могу его не задать. Сергей Анатольевич, ходят слухи, что вы покинете Республику Коми. Это так? Вот хотел бы, слушайте, иронично ответить на этот вопрос. Да, небезызвестное произведение «Собачье сердце», известный персонаж, профессор Преображенский всегда говорил: упаси вас Господь до обеда читать советские газеты. Вот не верьте слухам. У меня есть обязательства, у меня есть четкая программа, план. Много предстоит сделать, и то, что мне доверили избиратели, я должен выполнить. А после снова вопросы от жителей. Жители Сысольского района радеют за сельское хозяйство. Год выдался не сильно урожайным. Интинцы переживают за свою шахту. Ее будущее сегодня в руках федеральных властей. В Москве это понимают и готовы из резервного фонда выделить 1 200 000 000 рублей на возобновление стабильной работы угольного предприятия. Все это итог активного лоббирования интересов республики в центре. Помощь от Москвы Коми ждет и в вопросе преображения аэропортового комплекса Ухты. Это и еще один вопрос, который задают во время эфира жители «Жемчужины Севера». Я обращался с этим вопросом и председателю правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Есть прямое поручение Министерству транспорта России, рассмотреть этот вопрос, принять необходимые меры и оставить, и в новую программу включить соответствующие софинансирование. Это программа развития транспортной системы России. Я правильно понимаю? То есть есть перспективы, что мы туда войдем? У нас серьезно, и там, в общем-то, есть деньги. Сейчас параметры самой программы пересматриваются на федеральном уровне. Есть соответствующие уже предпосылки. Мы работаем с министерством. Более того, я докладывал об этой ситуации как о крайне необходимой логистической зоне и ее обслуживании на Арктической комиссии. Параллельно власти Коми прорабатывают вопрос и с партнером «Газпромом». Ожидается подписание дополнительного соглашения и выделение средств на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. После проведения работ она сможет принимать в том числе и крупнофюзеляжные самолеты с низкой посадкой двигателя. Решается вопрос и по обеспечению детей инсулином. О перебоях в голове также сообщили ухтинцы. Он отметил, выводы были сделаны, приняты в работу, и теперь в Коми начинает действовать информационная система, которая позволит оперативно учитывать все потребности в лекарствах. А во всех ЦРБ будет сформирован резервный запас медикаментов. Любовь Лапина, телеканал Юрган.